Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Всем, кто смотрит, сейчас хаваш появится. Хаваш Мучафа. Хаваш Булычева. И вот он, хаваш. Почему ты не начал так? И я в Блин, эфире, да. это было бы лучшее Не, выступление. я тебе не обещал. Короче, начинаем нашу трансляцию. Как устроиться в топ IT-компании без опыта работы. Поговорим с нашим гостем Гази Магомедовым. Брат, самое время появиться. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракату. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Всем Так, сегодня у зрителям нас... тоже салам. Передаю салам алейкум. Алейкум ассалям. Алейкум ассалам. Так, сегодня у нас, да, очень интересный гость, который редкий случай, вопрос, который многих интересует, многих новичков интересует, это можно ли устроиться на работу на удаленку, обучиться самому. И как раз-таки сегодня у нас яркий пример того, что это возможно по милости Аллаха. И, иншаллах, он сегодня поделится этим опытом. Так, Гази Магомед, давай тогда познакомимся поближе, расскажи о себе, так, в двух словах, чем занимаешься, сколько лет. Ну, уже все знают мое имя, меня зовут Гази Магомед, мне 27 лет. Да. Живу я в городе Махачкала, Республика Дагестан. Вот. Я бэкэнд-разработчик большой компании. Да, компанию мы на всякий случай не называем, но я думаю, нетрудно догадаться. Ну, если что, спрашивайте в комментариях, мы вам ответим. Так, тогда расскажи еще, да, учился ли в универе на программиста, вообще почему решил стать им? Ну, образование у меня техническое, но на программиста не учился. Учился я Ну, то есть, в радиотехническом факультете. в Махачкале, да? Да, в Махачкале, в Дагестанском государственном техническом университете, факультет радиотехники. Ну, если там название так вообще факультета более... программирование Так. изучали? Какой-нибудь, может быть, пару Программирование, курсов? да, там 2 семестра изучали, это язык C, так. Но уже особо так не помнил уже, когда я начал уже реально изучать программирование. К этому времени уже у меня какие-то знания по C уже не было. Да, и в какой момент вообще тоже начал? обучаться программированию? Да, да. И что поспособствовало, и почему решил, и как начал? Ну, в какой момент? это как-то случайно, можно сказать, получилось, не знаю. Как-то, это 2020 год, это пандемия. Короче, после универа уже, получается. Да, после универа, да. Я в 2018 году закончил универ, там где-то работал, по специальности уже нигде не работал. Вот. И в 2020 году я потерял, получается, работу в пик вот этой пандемии. И решил себя чем-нибудь занять. Полезно. Не хотел там игры играть целыми днями. Компьютерные. Только через день хотел. Да. И вот как-то вот сел, получается, начал. Ну, у меня еще и брат двоюродный в Питере проживает на данный момент тоже. Тоже программист, он тоже как-то начал мне вообще мотивировать. Мотивировать, да. Он тоже в это время приблизительно стал именно коммерческой разработкой заниматься, в EPAM устроился. Все, наверное, он к тому времени уже работал, да, получается? Да, он уже был чуном, можно сказать. Но он фронтенд разработчик. Фронтенд, по-моему, full stack, если не ошибаюсь. Вот. И в целом, да, он как-то тоже смотрел. Так, и в тот момент, получается, у тебя не было вообще никакого опыта, кроме там 2 семестров на Да, C, где-то, который ты уже забыл. Абсолютно никакого, да. В школе, наверное, вот тоже Паскаль изучал, и все. Так, и в какую сторону ты двинулся? Ну, я в первую очередь начал смотреть, какой язык. Типа, ну, в первую очередь, когда ты гуглишь, допустим, в YouTube роликах, обычно что говорят? Там, рекомендуют учить Python. Типа,
как самый легкий язык. Да. Синтаксис и так далее. Ну и язык сам по себе, как будто на псевдокод, на коде пишешь. Такое ощущение. Простенький язык. И вот начал изучать. Начал изучать, получается. В Курсера, помните, да? Такой в России еще был доступен. Был когда-то, да, такой Да, ресурс. был доступен. Вот. На Курсере был курс такой неплохой от Высшей школы экономики по питону. Для новичка, я бы сказал, такой не самый легкий курс. Я как-то начал с него. Вот. Потихоньку, короче говоря, вот каждый день по несколько часов так обучался. Нашел. Ну, примерно сколько, вот тоже частый вопрос, сколько, допустим, там в неделю заниматься, сколько часов в неделю нужно изучать? Я, если честно, у меня, это смотря как ты, не знаю, люди бывают там по несколько часов, там по 8 часов каждый день работают. И не знаю, в моем случае, я был бездельником какое-то время. Безработный. Поэтому, да. И поэтому, да, вот, я мог там себе позволить по 5-6 позволить часов. одно дело, но просто люди, даже у которых есть время, не все могут, не все способны на это. Ну, то есть ты занимался примерно по 5-6 часов в день. Да, минимум. Да. Минимум. Машалла, на самом деле. А вопрос такой. Ты себя заставлял? Или ты прям вот, у тебя было удовольствие от самого процесса, и ты прям такой, почему удовольствие тоже было. Удовольствие тоже какое-то получал. Было интересно реально. Ага, то есть у тебя не было такого, что ты сидишь и такой, типа, я должен сегодня там 3 часа сделать это, 2 часа сделать это, будет 5 часов, и вот тогда я молодец. Нет. Ага. То есть ты просто садился и занимался? Да. Вот это самое важное. Так, то есть, ты начал, получается... Если бы я не получал, то вряд ли бы я продолжил свое обучение. Еще такой вопрос. Часто люди вот начинают, допустим, ты начинал с нуля, хоть питон и легкий, но все равно по-любому были сложности, по-любому было где непонятно. Были ли спады мотивации, когда тебе казалось, что ты типа недостаточно для этого умен, что это не для тебя? Да, бывали какие-то моменты, однозначно, да. Что ты делал для этого? Как-то мотивировал себя, не знаю. Вот, допустим, там, прошел, я не знаю, половину пути своего обучения и как-то забрасывать из-за того, что я там, не понимаю, сложности появились, допустим, в понимании каких-то вещей. Из-за этого я думал, в первую очередь себя мотивировал тем, что ошибка, думал, что эта ошибка будет с моей стороны, если я заброшу свое обучение, потому что столько потому что уже какой-то путь уже проделал. Да, какой-то путь проделал, и получается забросить. Нашел. Да, это печально было бы. Да. Да, и мы тут не сидели. И как-то преодолевал все эти трудности. Да. Этот эфир тебя мотивировал, да? Да. Хорошо, смотри, ты говоришь, что ты сразу пошел в питон, потому что слышал, что он легкий. Был ли у тебя питон как бы целью просто изучить основу программирования, либо ты уже думал, что я дальше буду бэкэндером, поэтому сейчас вот эту ячеечку с питоном закрою и дальше двинусь? Нет. Короче говоря, я вот понятия не имел, каким буду разработчиком, если честно. У меня то есть понимание. Я даже изначально я не знал там, какие бывают виды разработок, там бэкэнд разработка, фронтенд, мобильная разработка. Я знал там приблизительно, что есть чуваки, которые пишут для мобилок, есть геймдев и так далее. Так, чтобы там с точностью, подробно, чтобы было понимание, как это все делится. У меня такого не было понимания. Вот. И я как-то, не знаю, даже заглядывал на такие штуки, как там Data Science, я помню. Слава богу, забросил.
Да, там математика нужна все-таки. Вот. Окей. И Дальше. как-то вот, да, вот пришел к бэкэнду, не знаю. Я различные Хорошо. направления пробовал, там даже JavaScript поизучал немного. Мгм. Это после питона или когда? Ну, да, Python. Первое время изучал Python, получается, это полгода. Мгм. Ну, Python я, как тебе сказать, вот, я изучал Python, вот, изучал, имеется в виду, так, поизучал основу и там первые пару месяцев решал только задачи. Мгм. А где Всякие решал задачи? простенькие. Ну, на степике решал. Ну, курсы То есть проходил параллельно. И еще там, как... да, вот То то, есть что курс на там Курсере, еще параллельно по питону курс на степике. степики, потом код Wars есть сайт. Кодварс, да. Да, вот там решал А понемногу. ты делал какие-нибудь свои проекты, там, пэт-проекты, не Да. знаю? Ну То да, есть, это уже начал делать, когда уже реально начал интересоваться там всякими Тоже на питоне. фреймворками. Да, на питоне, да. Только на питоне делал. Там Django начал, когда уже начал изучать. И Кто как не Уже в знает, думаешь, сторону бэкэнда. фреймворк. Да. как ты думаешь, типа, вот что ты сейчас ну, вот эти пэт-проекты делал, ты вообще ощущал, что какой-то прогресс, например, есть, или что такое, блин, вау, я вот теперь знаю вот это, и намного лучше. Ну, в первое время, да, было. Ага, Какая-то магия. Типа, там, ничего себе. что-то пишешь, у тебя сайт там заработал, сервак локально запустился. Да, было. Откуда брал идеи для пэт-проектов? Ну, с интернета там. Ну, просто, то есть, гуглил какие-то там Да, примеры гуглил, да, пэт-проектов, да? там гуглил, да, вот идеи для педпроекта, для новичка, допустим. А Всё. какие примерно, вот несколько вспомнишь, какие реализовал? Ну, я интернет-магазин, типа, вот, делал. Чисто Помню. бэкэнд или фронтенд? Ну, фронтенд тоже там что-то. Ну, я взял, короче говоря, этот шаблон уже готовый на Мгм. Bootstrap. И вот как-то подгонял, получается, вот этот Мгм. шаблон. Уже на готовый шаблон, получается, уже писал этот Бэкэнд. бэкэнд на Django. Хорошо. Так, итого, смотри, что вот примерно провести там, как это все двигалось, ты начал в 2020 году, начал с питона, примерно полгода изучал питон на Курсере, степике, решал задачки, и дальше начал делать какие-то подпроекты на Django, да? Ну да, на Django там, ну, да, в общем. Ну, сперва Django начал изучать, и другие какие-то технологии тоже бывало, что изучал, парсинг и так далее, такими. Ну, которые И нужны были уже фреймворки, по мере. да, либо, да, там всякие там различные. Да, Сколько много чего длился изучал. вот этот этап, и в какой момент ты перешел на какой-то следующий? Ну, длился, да, в прошлом году, не знаю, в октябре, Ну, когда я примерно, то есть год ты... пошел. Нет, ты устроился, 1,5 получается, года. уже 1,5 года, да, именно на питоне? Нет, ну, не знаю, сейчас 1,5 года. Устроился я в этом году, в январе устроился. Мгм. В Это январе устроился. 2022. Ну да, Ну, где-то да. 1,5 года. Но я имею в виду, вот именно ты изучал питон, и в какой-то момент же ты переключился, забегая вперед, в На другой язык. Go, да. На Go, на лучший язык для бэкэнда. А, Вот в какой момент это произошло и почему ты так решил? И пробовал ли искать на питоне перед этим работу? Так, если честно, не пробовал. Не знаю. То есть ты изучал питон, Как-то изучал, и потом что? и потом нашел курс Откуда вообще бесплатный. появился интерес к Go? Ну, Go, у меня появился интерес. Я познакомился с разработчиком одним Мгм. из Дагестана, крутым, Арсен Мгм. Абдусаламов. Это тимлид, тоже из большой компании. Да, коллега наш. Вот. Вот. И познакомились мы в одной, получается, тематической, ну,
чате Мгм. тоже. IT-муслим, да? Не IT-муслим, а в дагестанском чате, получается. Чистые Я дагестанцы понял. сидят. Вот, и Интернет по-дагестански, короче. да, интернет, ну, даже Докторнет. не такой уровень. Кстати, хорошая идея. Интернет посерьезнее. Вот. И, короче говоря, там он как-то скинул ссылку Мгм. на что типа есть набор стажеров. Мгм. Это было в прошлом году, весной, в мае, по-моему, где-то. Я Мгм. как-то написал ему в личку, типа, поинтересовался у него. И он сказал, типа, попробуй решить. Я вот, ну, у меня так-то намерения не было, типа, скинуть, Мгм. решить, выполнить задание и вот оставить заявку в в Мгм. Авито. Я вот на питоне решил, получается. Мгм. Как-то решил. Это задача была, короче говоря, решить, сделать сервис, опросник, короче говоря, понял? Типа ты Мгм. создаешь опрос, и, типа вот, и нужно голосовать. Мгм. Ну, понятно, примерно. Да, Google форму, короче. да, что такое, да. В общем, я как-то Так. решил, короче, скинул им, показал ему, он тоже так похвалил меня, помню. И вот Хорошо. летом того же года, получается, в прошлом году я вот уже начал, типа, на питоне, получается, тоже. Но они уже начали еще один набор проводить. Мгм. И вот тогда уже была задача, помню, написать этот укоротитель, по-моему, ссылок. Ссылок. Да. Да. Вот я тоже, получается, решил на питоне, скинул им, заставил заявку на Мгм. стажерство. Ну, там, в принципе, любой язык можно было, на любом языке можно было, там такого Мгм. требования, что там нужно обязательно на Гохе это все делать, не было, поэтому я на питоне сделал, Мгм. выполнил, получается, отправил, и мне фидбэк пришел, что у меня задача такси. Ну, я на Джанге делал. Сказали, типа, Джанга это ерунда. И Так. как-то вот я уже познакомился, узнал, что есть такой язык Go. Такой, в общем, Ну, короче, в в целом тебя принципе, брать были готовы со знанием питона, да? Но просто там с ну, решением... Ну, я имею в виду, что не то чтобы тебя, а ну да, в именно вообще, принципе, да, если ты задачу решил. если бы я задачу решил, ну, возможно, да, я не могу сейчас Мгм. 100% утверждать, Но но, возможно, там не если бы я там, я не получилось. знаю, на каком-нибудь другом фреймворке там или Я там понял. Fast Мгм. API какой-нибудь асинхроном, может быть, если бы я Мгм. решил бы, то, возможно, меня бы взяли. Я так простенький вариант выбрал, это Django, Короче, и и у тебя там не получилось. Дальше ты да, не решил получилось. Go, чтобы именно в эту компанию, или, в принципе, ты узнал про Go и решил, а дай-ка я посмотрю, что это за язык такой. Не, ну, Или ты я себе так, поставил цель там устроиться через полгода, допустим, еще раз попробуй. ну да, у меня была цель именно вот устроиться так. Мгм. Ну, прежде всего, вот в это время, получается, я себе поставил цель именно вот через стажировки попробовать устроиться в большие компании. Мгм. А такой Какие вопрос. еще... Да, давай. Ну, давай ты, я потом я задам Не, давай, вопрос. давай, давай. Ага. Вопрос у меня вот такой вот. Вот ты говоришь про стажировки. Я никогда вообще... То есть для меня стажировка это было, что я должен обладать какими-то определенными знаниями, и только тогда я могу подавать заявку. И мне каждый раз Да, сказал, что у меня мало знаний. И до сих пор мне это кажется. То есть до сих пор даже, если, например, мне нужно пойти на стажировку, я такой, блин, а точно ли я смогу? И вот смотри, два вопроса даже. Первое. Как ты вообще находишь эти стажировки? Где ты их ищешь? Где это можно смотреть? Есть ли какой-то источник или есть у тебя знакомые? И второй вопрос. Как ты понимаешь, что ты готов к стажировкам? ну, нахожу вот на HeadHunter можно, в принципе, найти. Там Или тоже по стажировки, да, Гуглю. бывают? Ну да. Нашел. А как... Да, я на второй чат ответь, тогда будет уточняющий еще вопрос. Ну, как я понимаю, это вот
допустим, тебе присылают, допустим, если ты оставил заявку, тебе присылают техническое задание. И если ты видишь, что ты можешь справить, ну, ты можешь решить эту задачу, то, в принципе, вот тогда и понимаешь, что ты готов к стажировке. Я даже, знаешь, почему больше спрашиваю? Потому что я заметил, у многих джунов есть сомнения, что, блин, по-моему, мне сейчас рано. Ну, у И я меня как... такое же было. И я как понял, ты Да. такой, типа, да, блин, что будет, то будет, там разберемся. Нет, Нет? ошибаешься. Нет. Если бы вот это было бы, что будет и так далее. Ну, такое понимание, если бы у меня было бы, это будет, что будет, то я бы уже давно там, не знаю, вот через полгода после обучения там питону я бы уже давно сразу бы начал бы искать работу себе, как многие так вроде делают. Мгм. Как я знаю, там полгода обучается, там сразу же начинает там Ну резюме да. составлять, там работу искать. А я 1,5 года сидел, ничего не... Ну, то есть к тому моменту ты уже чувствовал какую-то почву под ногами, получается, Да. что типа уже медлить особо не вариант был. Ну Ну и да. насколько задания тебе были легкие, вот, которые тебе прислали, они тебя пугали первые минуты, или ты сразу такой, да, это все понятно? Да, не особо пугали, если честно. Короче, примерно было сразу понятно, что надо сделать. Да, понимание было, как, что нужно сделать. Да. А пробовал ли подавать заявки какие-то еще на стажировки в какие-то другие компании? И что там Да, получилось, если пробовал? вот Ну, в тоже какие большая компании, если компания. перечислишь, что там можно уже назвать? Да, ну, Озон пробовал. Озон пробовал, да? А еще Озон какие-то? пробовал, да, Авито пробовал. Wildberries. Вот. И что Так, там знаешь, было? мимо. Да, угадай, который устроился. Короче А, говоря, да, в За Озон это и приз, пробовал. кстати, можем дать. Но это не факт. Да, он уже говорил, какой на самом деле. Так, и что получилось с другими компаниями? Короче говоря, ну, одну из компаний, получается, я Мгм. попробовал. Вот, мне прислали за техническое задание, тоже большая компания. Мгм. Мгм. Вот, можно сказать, Небольшие что мы не согласны. да. В общем, короче говоря, там, ну, я 2 раза пробовал в эту компанию. Первый раз, я помню, уже летом оставлял Мгм. заявку. Мне прислали техническое задание. Нужно было написать in-memory хранилище. Мгм. Имплементацию, понял, да? Мгм. Создать, в общем, Ну, а-ля понятно. Redis, короче Ну, говоря. понятно. Нам с тобой понятно. Да, ну, чтобы они Я тут фронтендер, понимали. я тут фронтендер сижу и думаю, типа, что это, что за память? Да, и, короче Да говоря, ладно. вот я как-то, короче говоря, вот сделал на фастапе Ну уже. что? И меня пригласили. Ну Короче что? говоря, ну, и там вроде требования было, ну, я не знал, я не предполагал, короче говоря, там, оказывается, там хоть какие-то знания должны были быть в Мгм. языке Go. Мгм. Ну, я к этому времени только начал изучать этот язык, и, в общем, короче Ну, не говоря, получилось, я понял. там начал меня грузить по языку Go, там задачу дал именно по Гохе. Я там кое-как там... Я, короче говоря, там прикол в том, что вот в Гохе мы же, получается, там же нет типа этих, ну, сахара. Мгм. Такого нет в Гохе. Чай без сахара А, чисто. да. Чего? Что за сахар? Ну, говорит, это не то, что Синтаксически. синтаксический сахар. Синтаксически, все. Да, вот. А в питоне его дофига. И, в общем, я, короче, начал там его по ходу спрашивать. Вот в питоне вот так, как-то так делается. А как это сделать на языке Go? Начал. Ты Ну, короче, догадайся, там что-то. В общем, короче говоря, задачу я тоже не смог решить, и меня сразу сбагрили. И
короче говоря. Ну, Потом я короче, вот... да, Ага. перебил. Ты же хотел что-то задать вопрос. Да, я хотел сказать про то, ты, получается, несколько раз подавал, и как часто вот, ты считаешь, что можно, вот, машалла, на самом деле, это очень хорошо и приятно слышать, что, ну и для других пример, что если тебя один раз где-то не взяли, ты можешь попробовать еще раз. И вот как часто ты для себя пробовал в одну и ту же компанию? То есть место, где ты не прошел, когда ты планировал туда Пару следующий раз месяцев, наверное, вот, пробовать? период, наверное, вот, не знаю, Через пару месяцев уже. пару месяцев, да. Знаешь. Ну, опыта набирался немного. Вот. И уже прям в ту же компанию, Знал. где тебя не взяли. Да. Машалла. Окей, Хаваш, у тебя там пока есть какие-то вопросы? Я тут еще пытаюсь чатик смотреть. В принципе, вопросы у меня есть на самом деле. Смотри, мы сейчас говорим о том, что вот чтобы картина у тех, кто вот сейчас нас слушает, более-менее как-то сложилась. Получается, ты был Python-разработчиком, потом тебе плавно захотелось перейти на Go, потому что был один крутой разработчик, тимлид, который сказал, а вот тебе есть Go, давай посмотри. И ты вот как-то плавно начал смотреть в сторону Go. Прошлым летом, Ну да. получается. Да, и тут получается ключевой момент, что вот начинающие, в принципе, должны понимать, что, кстати, я никогда не делал, это обращаться к опытным программистам и советоваться с ними. Да, то есть Да, кстати, какой-то Ну да. нетворкинг. Какой-то нетворкинг должен быть. Не так сидеть замкнуто и ждать, пока тебе помогут, а нужно какую-то инициативу проявлять, да? Ну, однозначно, да. Но я поздно осознал Подъезд, да. этот момент. Да, а так, да, нужно Мгм. спрашивать. Да, если опытный разработчик готов тебе помочь, то да, Ну, тем более в нашем положении это проще простого, да, учитывая наши мусульманские взаимоотношения и тот же да. интернет, и дагестанские чаты и так далее. Мне кажется, наши джуны должны это ценить и использовать по Ну максимуму. да, Ну, да. знаешь, я всегда стеснялся у более опытных спросить. Нет. То есть, Ну, я Есть тоже, такой момент, честно надо говоря, преодолевать. стеснялся, да. Я тоже стеснялся. Ну, не знаю, это не тот момент, когда надо стесняться. В том-то и дело, да. Я пытаюсь у людей, иной раз они ко мне обращаются с одним вопросом, я им пишу, типа, дальше не стесняйтесь. Типа, все ограничения в вашей голове. Вы там лучше ко мне придете и зададите вопросы, как-то продвинетесь, чем вы постесняетесь, забьете на эту сферу, как бы, и не будете дальше двигаться. Поэтому... Стесняться не надо, гордиться не надо. В общем, многие вот кавказцы любят вот, гордость проявлять в каких-то вопросах там. Любят показывать, что якобы они что-то знают. Вот. У меня тоже это было, и у многих других ребят тоже это замечаю. Нужно там, в общем, в общем, поскромнее чуть ну вести да, себя. да. Да, На самом потому что деле это уже если ты не знаешь, то, в общем, это не знаю, там нечего стесняться. Тем более у тебя опыта нет. Так такового. Да, в принципе, стыдно Даже, не да. вот, даже стыдно, я да. сейчас, вот я вот в большой компании работаю, я же вижу, вот как опытные разработчики, даже они там в некоторых местах там бывает, что забывают там элементарные вещи. Бывает такое, да. И Да, приходится конечно, вспоминать, да, базовый. Да. Так что вот новичкам, может, тем более не стоит. Так что, да. Так. Окей. А получается, ну вот ты начал учить прошлым летом, говоришь, Golang плавно. Ну, Дальше, плавно, да, как не ты его так серьезно, так. как Ну, ты его изучал и начал. как в итоге пришел все-таки хотя бы к собеседованию на новой работе? Так, ну, начал там русскоязычные всякие есть сайты. Их не так много, если честно, к сожалению. Ну, в Я Ютубе знаю, на смотрел. Степике точно есть курс. Ты на Степике курс Ну, смотрел? на Степике тогда не было. Не было, да? Да, Угу. в то время не было. Вот такой вопрос. Я вот как раз мы поговорили про вот эти вот курсы. Вот у нас недавно стояла задача сделать телеграм-бота для интернета, чтобы он объявления создавал.
И вот в какой-то момент у меня возникла идея такая, типа, почему бы не попробовать его на Golang сделать? Как раз я пойму этот Golang, что, как он работает. И я смог сделать Telegram-бота, который бы по шагам проходил, и уже делаю он работу нормально. Конечно, не идеально. Но я как это изучал Golang? Я просто шел русскую документацию, английскую, тяп-ляп, как-то кусками все собирал, знания, и вот как-то их использовал. Есть ли есть ли какие-то шаги, которые ты можешь посоветовать людям, которые вот Golang хотят изучать? Какие-нибудь источники, которые ты считаешь более-менее такими хорошими? Или вот шаги, как вот правильно войти в Golang? Правильный войти Golang, первый шаг – это у официального сайта, в официальном сайте, по-моему, есть какой-то Golang Tour, по-моему, это называется, GoTour, если да. не ошибаюсь. Да. Вот, да, Golang Tour GoTour. есть. Вот, это самый четкий шаг. Он на английском, да? Да. Ну, в принципе, если даже не знаешь английский, ты можешь... Ну, там еще на переводчик. китайском есть. То есть. Да. Там несколько языков. А можно перевести Да. на русский. Кстати, Не, ну странно, что этого не Китай, делают. Golang же сейчас, по-моему, чуть ли не самый популярный Да, бэкэнд ничего язык себе. в Китае, да. Вот Ничего сейчас эти себе. самые Не слышал. гиганты вот эти всякие, вот, Представляешь? Tencent и так далее, они все Golang юзают. Ну, короче, после Бэковский этого язык. эфира, иншаллах, на Кавказе будет самым популярным. Иншаллах. Надеюсь. А если вот, например, говорить про русские источники, вы можете посоветовать какой-нибудь ребятам или мне, например? Я лично не могу припомню. посоветовать курс на степике. Как минимум, там есть интерактивные задания. Вот мы сейчас с ребятами, которых я обучаю, как раз идем по этому курсу. Я его, конечно, разжевываю им более от себя. Я не знаю, если бы они читали бы только теорию, насколько им легко было бы. Но как минимум там есть задачи интерактивные, и это всегда, как по мне, облегчает. Но есть... Ну да, тур в Go, я не знаю, насколько мне помнилось, он должен был быть на русском. Возможно, они убрали Не, на после всех этих русском, событий на русском русский нет язык. его. Не, изначально Мгм. не было на русском, к Ну, сожалению. короче, если говорить, с чего начать, тур по Go можно. Мгм. Ну да, это Я если, знаю, здесь... ну, если есть на степике, то можно и на степике. Просто я не проходил именно курс, что Да, есть вот на я степике. хотел... Оговорился, Да. да, со степика можно начать, как вариант. Кстати, Гази Магомед, у тебя спросите про то, какие плюсы дает знание английского трудоустройства. Да, про английский у нас запланирован вопрос обязательно. Тут еще вопрос был сейчас по поводу Go, пока мы говорили. Ты высказал такое мнение, что не советуешь Go как первый язык. Ну да. Я тебя Ну, спалил. мое Объясни, мнение, почему. знаешь, какое? Как Вот я второй хочу язык. услышать, да. Ну, как первый язык, я тебе так скажу. Ну, если ты новичок, мой совет, ну, это мое мнение, типа, Мгм. не знаю, начать с более легкого языка, любого, не знаю, Мгм. динамического Мгм. какого-то языка. JavaScript, я не Мгм. знаю, JavaScript можно начать, в принципе, C-подобный язык, возможно, или с Ну, Python все-таки, тоже. я бы, наверное... Ну, и опять же, да, вот мы с тобой Ну, это до эфира мое мнение, я обсуждали. могу ошибаться, типа, Да. ну, Я тут ты немного более... поясню из того, что ты мне Ага. сказал, что ты имеешь в виду не то, что там начать Python и стать Python разработчиком, а изучить Да. основу программирования на Python, а потом уже Да. переходить в Go, когда ты знаешь какие-то основы. Да. Окей. Просто, да, чтобы тоже озвучить мнение. Я не знаю, насколько я с этим согласен. Мне кажется, что в принципе можно постараться, и это время, которое уйдет на Python, потратить опять же на Go, и Ну, все-таки да, продвинуться. возможно, Ну, да. как два мнения тоже, оба имеют место быть. Так, там был Ну, я вопрос по поводу просто, я английского. сам через это проходил, поэтому Маша, да. я могу только посоветовать, не знаю. Так, да, может Был быть, вопрос по поводу английского. Во-первых, на каком ты уровне знал английский, когда ты начинал обучение? Насколько тебе он пригодился в обучении? И вопрос из зала, помог ли он при трудоустройстве? ну, при трудоустройстве про английский меня не спрашивали вообще. Как-то, Мгм. не знаю. Ну, Джуну А как так, кажется, как-то нарастить. да, Да? английский у меня не очень, если честно. Так Мгм. все.
Ну, не очень Ну, это я как? Ты понимаю, понимаешь то, что я читаешь? понимаю, да, понимаю, да. То, что читаешь, Если, понимаешь? если есть что-то, что не понимаю, там, переводчик могу Мгм. использовать. Так, А понимаю, да, насколько вообще? техническую документацию, в принципе, понимаю. Там что-нибудь там по Ютубу, если даже смотрю, в Мгм. общем, понимаю, понимание есть. А вот чтобы общаться, допустим, я недавно онлайн игры играл, Мгм. не советую играть в игры. Вот, Мы и там тоже. чувак Ну, тут один, можно в общем, поспорить. в общем, чувак один Call of Duty, в общем, играл. Новый. Спалил. И там один чувак, короче говоря, там что-то начал на английском лечить. Про Я голод. ему... Да. И я не знал ему, что ответить. Я, в принципе, я все понимал, что он говорит. Так надо А было ему вот, на дагестанском ответить. да. Он бы тоже не знал, что тебе ответить. Да-да-да. Да, я понимал. Ну, дагестанского языка, конечно, Ну, нет. я Это просто плохо. хотел вот объяснить вот понятным языком про свой уровень английского. А ты, кстати, по-моему, аварец, да, брат? Да, по На аварском. национальности. Поправку сделал, я сказал на дагестанском, на аварском. Окей, ну, насколько тебе вообще знание английского облегчило обучение? Либо ты не сильно его использовал при обучении? Не, однозначно облегчает. Даже вот элементарно вот именование. Вот, ну, супер такая вот, вроде бы простая вещь, но вот иногда вот довольно-таки Именование переменных сложная функций штука, ты это, имеешь в виду? да, именование, да, нейминг, да, вот, переменных и так далее, вот, пакетов и так Ну, далее. то есть в самом программировании, Да, когда если вот, называешь какие-то даже, вещи. да, само программирование, даже такие вот банальные, вроде таких вот банальных штуках, как нейминг, вот, помогает Нашел. То есть, правильно именовать. если я правильно понимаю, например, вот мы сейчас говорили о том, что для вхождения в программирование или использовать там Python, я бы вообще бэкэндером, если вот бэкэнд хочет человек изучать, советовал бы Python, а не JavaScript. Потому что Да, я JavaScript тоже. больше про фронтенд. Хотя, опять же, есть бэкэнд, но не суть. Вот. И если мы говорим об этом, то есть я тут часто замечаю, как меня спрашивают по-английски, и раз мы поговорили о нем, заговорили о нем. Если я, например, сейчас буду изучать программирование, хочу в IT, мне надо сначала изучать английский, а потом уже идти в программирование. Или я вот могу сейчас пойти, начать читать документацию и уже пойму что-то без английского. На русском, если даже если Ну, будет документация. в принципе, можно понять. То есть сам код, когда ты пишешь, там не обязательно тебе английский знать. Ну да, ну сами, вот, как я слышал, американцы, англичане, они сами не понимают код. Хоть и все и на английском. Ну да. Ну, Ну, я короче не про говоря, программистов, а таких вот простых, ну не, понятно, не обычных людей, айтишников, да. Да, простых обычных смертных. людей. Да. Короче, Тут как я понял, мысль Хаважа, что типа не должно быть блокером в начале, для начала обучения Нет, программированием незнание английского. да, это, ну, вот по Гохе, в принципе, ну, программирование, ну, английский какой-то плюс есть в английском, если изучать Golang, потому что на русском не особо информации, ну, Меньше, мало да. информации, есть мало источников. Вот, например, JavaScript, допустим, если начать изучать там, по Например, есть JavaScript, по канал Python. По Арчакова, JavaScript да? вообще сайт есть, по-моему, javascript.ru называется, вообще библиотека, Есть. энциклопедия огромная, там все подробно описывается и так далее. А вот по Гохе я что-то не видел такого сайта. Вот, так что... Хорошо. Тогда двинемся дальше. Ты, помню, как-то мне упоминал в разговоре, что был какой-то курс по Go, который ты все-таки прошел, прежде чем выйти на работу. Что это за курсы? Расскажешь подробнее? Это бесплатный курс от МТС, называется МТС Тета. Угу. Этот курс, он такой довольно-таки серьезный курс. По сути, там, Тяжело ли туда реальные попасть? задачи. Ты, ну, микросервисную архитектуру, в общем, там изучаешь. Туда Мгм. попасть, вот мне брат помог как-то, не знаю, там нужно было, ну,
первую, там 3 этапа получается Мгм. отбора. Первый этап это Мгм. ты оставляешь просто заявку, заполняешь формочки и так далее. Второй этап ты тебе присылают задачку на степике. Мгм. Ты выполняешь эту задачу, и они проверяют, в общем, если ты норму выполнил задачу, и ты дальше проходишь. Третий этап, там нужно мотивационную какую-то там анкету заполнить. Но они типа проверяют твою мотивацию. Ну да, В общем, зачем тебе вообще это нужно? Так, да, и ты и прошел, брат как-то, в общем, брат твой на меня как-то за тебя соответственно. мотивационную анкету, да, заполнил? Не, он не заполнял, но он как-то помог мне просто Хорошо. А он, в смысле, сам работает сформулировать в вопрос. МТС или просто он с Нет, он подготовкой? не, вот это тот двоюродный брат, который работает в ЕПАМе, Да, да. работал. Сейчас уже не Мгм. работает, в другой компании работает. Так, и сколько там длился этот курс? Где-то 2 месяца до конца, ну, вот Мгм. октябрь, ноябрь, по-моему. Мгм, Два хорошо. с И половиной по итогу месяца. они не зовут к По себе итогу работать? мы написали, там, обучались по ходу, и там всякие технологии обучали, технологиям обучали. Там обучались там серьезные чуваки, Мгм. которые вот имеют реальный опыт, которые в различных компаниях работают. Сам в моей компании там, не в моей команде, то есть в моей команде там был чувак, который работал в, по-моему, какой-то авиакомпания какая-то есть, Мгм. забыл название. В общем, там бэкэнд-разработчиком работал, питонистом. Хорошо. Вот. И В смысле, в целом учитель? не учитель, ну, А, был тоже короче, учеником был, студенты, да, с тобой. студентом Хорошо. был То есть курса, уже да. работающие были. Да, менторы были крутые разработчики. Вот ментор был у Мгм. нас этот, по-моему, кто-то, не знаю, архитектор или кто там из компании Яндекс. Хорошо. Очень много было крутых людей. А по итогу По этого итогу мы там курса звали ли создали, они на работу к себе по в итогу, да, МТС? я там на собес позвали меня, не прошел. Мгм. Не прошел? Но у них требования были такие жесткие. Они Мгм. хотели там минимум, А по-моему, тяжело ли было junior тестовое? плюс и так далее, и выше. Мгм. А Я там тесты вообще тяжело делал. было сделать? Тестовое задание техническое? Тестовое задание так не особо тяжелое было, такое простенькое. Я уже не помню, если честно, что там, какое задание Ну, было. короче, в целом попасть на этот курс было относительно несложно. От первые 2 этапа это вообще изи. Там Хорошо. третий этап это заполнить мотивационную Ну, анкету, обосновать. обосновать, да, типа, почему мы тебя должны взять на этот курс. Вот. Мгм. Я, если честно Хорошо. говоря, не думал, что возьмут, но в итоге взяли. Вот я вот Мгм. этот курс реально дал мне буст конкретный. Потому что я Хорошо. вот познакомился с различными технологиями, узнал, что такое база данных и так далее, вот всякие вот реляционные, NoSQL базы данных, в общем, Мгм. А такие ты слышал про штучки. какие-нибудь аналоги этому курсу? Вот если, допустим, ты не прошел бы в МТС, Э, пробовал, хотел ли ты пробовать этот Есть опыт или, может, пробовал? есть от компании Озон, но, к сожалению, по-моему, для мидлов. Мгм. Для медлов, то есть без опыта Да, не берут, да? да, там Понятно. курс рассчитан для мидлов. Ой, Озон, он типа переобучает метлов Ну, я на понял, язык. понял. Да, С другого языка. да. Ну, короче, вот ты прошел курс, вот у тебя уже есть какие-то знания, ты решаешь искать работу, да? Как ты Мгм. это делаешь, как ты к этому подходишь Но и к я чему сразу идешь? же оставил заявку в Там уже компании, был открыт набор? где, а, Ну, туда, куда ты куда я хотел, да. устроился, где я сейчас Да, работаю. да. Да. Вот как То раз-таки есть там вот в январе попалось открыли так, что набор. вот ты увидел набор, да, и откликнулся, Да, да, и пошел на откликнулся, собес. То есть до этого выполнил. никакие да, Были, тесты. был забес. Был До этого ты забес, что? как?
Не, я имею в Нет, виду, ты пробовал другие компании собеседоваться перед тем, как в эту пойти сразу на собес? То в есть одну там хотя бы компанию. попрактиковаться было, да? В одну компанию пробовал. Мгм. Тоже большая компания. Где Go Я же говорю, мы небольшие не знает. рассматриваем. Да. Вот. Но я не большие и не пробовал. Хорошо, Изначально цель была большую компанию встроиться. хорошо. Вот. А, И, Так, ты короче откликнулся говоря, на стажировку? сперва про другую компанию поговорим. Я, короче говоря, Мгм. оставил заявку, получается. Нет, я не оставлял заявку, меня же они приглашали, я же помню, рассказывал там, in-memory хранилище. Я Да. писал, вот. У меня был контакт, получается, от Мгм. рекрутерша, который со мной Да. связывался. Да, вот. Мгм. Я написал, и типа так вот, можно еще раз попробовать. Она мне скинула Мгм. техзадание, нужно было то же самое, вот, что и для той компании, где я работаю. Нужно такое же задание. Так. Тоже смешно. Такое же задание там, это укоротитель ссылок нужно было писать. Мгм. Вот я на Гофе быстро сварганил, получается, укоротитель ссылок и скинул им. Они меня вот там в течение пару дней сразу же пригласили на собеседование. Я там уже более уверенно себя чувствовал, там даже вот Хорошо. задачи порешал, 3 задачи подряд. Хорошо. Такие не особо сложные были, такие вот лид-коды там, типа easy задачи. Мгм. Мгм. И на вопросах, короче говоря, прогорел как-то. Мгм. Начали там вопрос задавать, там всякие по базе данным, в общем, про индексы всякие, про виды, в общем, Мгм. этих индексов. Спрашивали только про баз данных или про Нет, сами виды там тоже? про язык Go, в общем, про... А, например, вот какие-нибудь самые, даже вот смотри, ребята, которые будут смотреть или смотрят нас сейчас, именно, может быть, интересно, можешь вспомнить каких-нибудь хотя бы 3, если даже, возможно, 5 вопросов таких самых, которые чаще всего задавали? Блин, я уже не помню, если честно, к сожалению. Чем Но я отличается помню, слайд от массива? ну да, Не это спрашивали? уже гошных вопросов вообще не было. Типа, Не было, да? никто не задал, да. Были именно вот такие общие вопросы, помню. Типа, Мгм. что такое там стейк там и так далее. Массив, что такое. Мгм. Какие-то такие вопросы были, помню. Про структуры данных, в общем. Структуры данных, Мгм. там, какие-то вопросы. Ну и помню, сразу же там он начал задавать про базы данных, начал спрашивать про Postgres, что ты знаешь, там всякие вот какие виды этих Транзакции? нет, ограничений ты знаешь и так далее. Вот какие-то вопросы такие простенькие, и потом он начал с простеньких, перешел на более сложные, там на транзакции, в общем, про индексы, какие там виды транзакций ты знаешь. Мгм. Я как-то там чуть растерялся и, не знаю, не прошел вообще. И это Не было в вписался. декабре, да. Мгм. Фидбэк тоже пришел, типа, базы данных, повтори, почитай. И, короче, ты попробовал в эту компанию. Да. Тут что было? Тут я Подробно. увидел, там есть сайт у них, Мгм. в общем, можно мониторить этот сайт сейчас тоже, в принципе. У них недавно набор был, уже прошел набор. Вот в следующем году, Мгм. наверное, вот до лета, в принципе, еще один набор должен быть, как я знаю. Вот. Мгм. Если мониторить этот сайт, то можно, в принципе, вот Мгм. заявку оставить, этих заданий выполнить. И Можно написать бота, вот. который будет мониторить и присылать Да, уведомления. да. Парсить это все и Да. на электронную почту информацию присылать каждый день. Лучше в Telegram, чтобы сразу отреагировать Да, или да. из В первого. общем, короче Так. говоря, нашел, увидел информацию, что есть какой-то набор, получается. Мгм.
откликнулся. Ну, сперва выполнил техническое задание, за пару дней выполнил. Если я сейчас буду рассказывать Не, про подробности не нужно, так именно. про технические тех задания, там все поймут, наверное, точно не буду. Ну и ладно. В общем, выполнил те задания, скинул. Там в течение, наверное, 5 дней, наверное, где-то ушло на это выполнение этого тех заданий. Мгм. Скинул к ним, получается, формочку, указал именно ссылку на GitHub свой, А там были заполнил. какие-то проекты? Ну да, я не на GitHub именно на вот На проект. резюме? Да, На проект, где сделано, я понял. Да, на задание, вот, получается, выполнено. В общем, отправил им, и в течение 2 дней мне вот пришел ответ в личке там На в собеседование, да? Телеграме. Да. Сказали, типа, вот ты готов завтра выйти, ну, готов к завтрашнему собеседованию? Я говорю, да. Типа, не стал там Хорошо. тянуть. В Правильно. общем, ответил. Он уже на собеседовании там где-то полчаса, наверное, где-то час, в общем, выделяет обычно, а я там где-то минут 40 с ним, с моим будущим руководителем общался. Он мне там пару вопросов тоже задал. В общем, пообщались. И А по базам не спрашивали уже? по базам спрашивал, именно, да, вот именно были Ты вопросы. подготовился после другого, да? Уже, да, уже более серьезно подготовился. Маша. Да. Ну, вот в этом то есть- уже в собесе уже и про алгоритмы меня немного спросил, типа, какие виды алгоритмов ты знаешь, и про сложности, если что, Мгм. там можно это тоже подучить Мгм. в будущем программистом. Ну, типа, Понял. не обязательно знать, но хотя бы понимание, я не знаю, уроками алгоритмы можно прочитать, вот там все объясняется. Ты читал? Да, Хорошо. книжка У тоже меня есть. просто до сих пор на полке пылится уже не 1 год. Никак не дойду. Это Это такой... вот, короче, Ага. прошел, получается, собес, и, альхамдулилlah, позвали на стажировку, да? На какую зарплату, получается? Главный вопрос. Сидя в Дагестане, удаленно с нуля, на какую зарплату ты устроился сам, альхамдулилlah, по милости Аллаха? Ну, стажировка 80 тысяч в Машаллах. месяц. 80 тысяч Да, до вычета налогов. после. Ну, там еще и После. компенсация идет. После Машаллах. компенсации идет 10 тысяч. Ну, вместе с компенсацией, там, после вычета налогов, в общем, 80 тысяч таки выходит Машаллах. с Машаллах. компенсацией. Да, то есть Это Ну, даже сейчас очень уже, хороший по-моему, результат. 90к дают, если не ошибаюсь. уже 90. 90 тысяч. Да, сейчас. Машаллах. Ну, когда меня брали, 80 было. Вот она мотивация для всех, кто нас смотрит и кто думает, что нельзя устроиться без опыта на удаленку. На самом деле это, сколько вот я себя помню, в чатах это спрашивали, и тут же сыпались ответы, что нет, нельзя, нет, жену на удаленку нереально. Я сам, первая работа была удаленка, и поэтому хотел еще с тобой эфир провести, чтобы такой еще один пример показать более актуальный. А на кто это сегодняшний говорит, что день. нельзя? Ну, в чатах нередко пишут так, то есть типа Типа опытный, Джун, да? типа, ну, я не помню, насколько опытные, там, ноунеймы. Мгм. Ну, короче, распространенное мнение, что, типа, без опыта, в принципе, тяжело, а на удаленку вообще там нереально. Ну, Да, нет, ты, вот и блин. у меня соседи, кстати, тоже вот, ребята, 3 брата, Мгм. Все тоже втроем, да, в вот, один день? да, все троем, они как-то по Серьезно? очереди, да, Представь. как-то по очереди стали У программистами. них там Начал, родственника не было в компании? нет, ну они в различных компаниях работают, они Ничего себе. Машаллах. один А направления в разные? Виме, не питанисты, все. Все специалисты, Питон, да, питон разработчики. Вот По-моему, они тоже тут, не знаю, вот удаленщики. Я не видел, чтобы Машаллах. они там где-то куда-то ехали, там работали. Чтобы они из дома выходили. Да. Машаллах. Ну вот, да, хороший ответ тем, кто сомневается. Так, какого вообще, в принципе, на первом месте нас... ну и как прошла стажировка, сколько она длилась?
Что было по Полгода. итогу? Какие сложности были? Полгода по стажировку, да? Насколько сложно было? Было ли такое, что ты чувствовал там, что не на своем месте, что очень сложно, и ты непонятно, как сюда попал? Ну, было, да, немного. Ну, первое время, когда я туда попал, был в шоке немного. Ну да, думал, типа, не потяну. Потому что серьезная Так. компания все-таки, да. А что делал? И, ну, как-то потихоньку осваивался. Не знаю. И руководитель норм. В принципе, и корпоративная культура в компании на высоком уровне, поэтому. И внутреннее обучение тоже тут на высоком уровне. В принципе, можно вкатиться без проблем. Нашел. А так, да, там, можно сказать, сразу же тебя вот боевыми задачами закидывает. По крайней мере, со мной так было. Меня там сразу же начали это выполнить, то задачу, эту задачу дает. А в итоге через 6 месяцев какой-то экзамен или чего? Вообще никакого экзамена не было. Просто говорят, прошел, не прошел. Да, просто не, да, типа, да. Собеса, короче, проводят. HR сидит с тобой, общается. Ну, это такая формальная штука, как по мне. Руководители, они тебе перед фактом ставят, что тебя повысили. И про условия рассказывают. Такие-то вот такие условия будут у тебя. Вот за какую-то зарплату получишь и так далее. Все. Ну, по сути, вот стажер, как, он тоже как штатный работник. У него единственное, у него есть какие-то по привилегиям он вообще не уступает обычным, не отличается, да, никаких. Единственное вот отличие в том, что есть там бюджет выделяет на обучение. Вот. У стажера этого бюджета нет. А в остальном там зарплата, наверное, вот, от требования те же самые, по сути, не знаю, там ты те же самые задачи выполняешь. Так, Хаваш, у тебя есть такие вопросы, и, может быть, в зале там еще были в чате? Давай лучше посмотрим в чат, мне кажется, потому что тут вопросы есть. Как раз у нас уже 57 минут, и было бы хорошо на чат уделить время. Да, то ребят спрашивают. Будем потихоньку ориентироваться, заканчивать, поэтому да, посмотрим. Что у нас тут? Значит, так, давай смотреть. Если найдешь что-то, ты мне дай тоже знать. В принципе, тут некоторые вопросы мы уже ответили. Тут говорят, например, сколько времени у тебя, Валикум Аслам, сколько времени у тебя заняло обучение, сколько ушло на трудоустройство в целом. Вроде мы ответили, да, на этот вопрос? Да. Давайте еще раз так. Я начал обучение свое летом 2020 года. Где-то вот в июле, по-моему, начал. Вкатываться потихоньку. Приблизительно, не знаю, больше 1,5 года, наверное. В январе 22-го в итоге ты устроился. То есть ты в таком особо не напрягался, не ставил... Да, если честно, да, такой суеты у меня не было, там, не знаю, вот, срочно нужно там на работу устроиться. Да, тут вопрос, можно ли было бы изучить быстрее? Типа, может быть, какие-то там... Да, если честно, да, однозначно, да. Как? Да, я там, вот, допустим, я там лишнее, там, изначально поставить цель, стать бэкэнд-разработчиком даже, допустим, у меня такой цели не было, я там и бэкэнд разработкой интересовался какое-то время, и на фронтенд переключался, фронтенд там поизучал пару месяцев, там 2-3 месяца, сделал JavaScript, учил этот верстку и так далее. Короче, распылялся. В итоге это все я не знаю, меня не прикололо все это. Я помню, React учил, Vue, по-моему, на сайте, да? Да. На канале. Возможно, у него на сайте, честно говоря, не помнишь. Это у тебя вышел бы плохой программист, если у меня. В общем, да, я помню, да, вот что-то там отписка. пробовал, и
различные направления там всякие. Вот, если бы я вот выбрал бы определенный, я не знаю, roadmap какой-нибудь составить, а у меня roadmap не было такого. Изначально можно, я не знаю, вот для чего нужен вот опытный разработчик, вот он тебе может, не знаю, да, составить какой-то roadmap, направить на правильный путь, я не знаю. То есть план обучения roadmap. Да, правильное обучение. А у меня вообще не было roadmap, представляешь, я там просто вот никого особо не интересовался, не знаю, и не было, не знал, кого. В общем, как-то так. Ну, понятно. Так, Хаваш, как происходит погружение в команду? Да. Как происходит погружение в команду? Долго ли оно? В команду там ты, по сути, сразу же погружаешься. Тебе сразу, можно сказать, ты знакомишься с командой. Ну, как в моем случае как-то происходило. В общем, там каждый день, каждую неделю происходят у нас созвоны. Каждые 2 недели. То есть это... называется созвон, когда все... Делик. Стендап. Не делик. Делик, стендап. Ретро. Не ретро, либо... Когда все команды, когда вот созваниваются. Всекомандный созвон. Я уже не помню, как это называется. В общем, короче... Да, демо, да, вот. На демо, я помню, меня вот представили нашему юниту. Вот. Ну, перед этим на дейлике, я помню, познакомился со своей командой. И вот как-то пошло. Смотри, такой вопрос, это уже больше мой... Хотя, в принципе, это на самом деле это не мой вопрос. Я просто часто замечаю, что наши ребята, под нашими ребятами подразумеваю именно кавказцы, скажем, мусульмане даже, у них возникает сомнение, что к нам могут предвзято относиться, что на работу нас могут не брать, потому что мы там условно из Ингушетии, из Дагестана. Вообще, ты замечал такое, как ты думаешь? Ну, у меня были изначально какие-то сомнения, типа, это, не знаю, да, были. Думал, что... это внутренний, получается. Да. А так, да, вот в больших компаниях нет такого. Я вот сейчас уже знаю, что есть ребята, которые вот из Кавказа. Да, и не только из Кавказа, есть татары, там, мусульмане практикующие, которые работают в больших компаниях и никаких проблем не испытывают. Типа вот в больших компаниях нет такого, не знаю, инклюзивность, или как называется это слово. В общем, они особо не парятся над... Главное, чтобы ты выполнял их задачи и приносил деньги им прибыль. Приносил. Да, вот, да. Им по большому счету плевать. Вот, кстати... Бороду оставляешь, ты намаз делаешь и так далее. Тут я небольшую рекламу вставлю. Раз уж у нас пошла тема про деньги, про компании, наверное, тоже стоит это упомянуть, что деньги, конечно, круто, когда их очень много, тоже это идеально, и компания, когда крутая, тоже отлично, но тоже нам, наверное, стоит помнить о том, какой мы религии, да, то есть, что если даже и большие деньги платят, и условия отлично предлагают, наверное, стоит еще смотреть, точно ли там все куда хорошо. устраиваешься, да. Да. И у нас вот как раз подкаст был с Яхьей на эту тему, «Мусульмане найти». И, в принципе, я бы советовал его посмотреть всем тем, кто даже сейчас смотрит или будут смотреть потенциально, потому что я скажу так, я заметил, что наши ребята, не все, я не буду говорить все, но некоторые ребята не задумываются над этим вопросом. Или даже если и задумываются, то думают, ну, я же не связан напрямую с этим, там, с выдачей кредитов, или, как в моем случае было с тем, что компания занималась доставкой алкоголя, и я же не занимаюсь доставкой алкоголя, значит, я могу сайт создавать. Да, и вот, в принципе, я бы советовал посмотреть этот подкаст тоже. Да, Маша, отличное напоминание.
Здесь следующий вопрос. Хаш, ты читал что-нибудь из книг, что можешь порекомендовать про программирование в общем? Ну, вообще, в принципе, какие ты книги читал? Ну, Гроком алгоритмы ты назвал. Гроком алгоритмы читал. Так, ну, по питону различные книги читал. Это, наверное, не особо интересно. Я особо и не помню их названия. Чистый питон, это называется. Еще какие-то книжки. Но я в электронном виде читал. Вот сейчас недавно прочитал чистый код. Ну, как по мне, очень важно. Это Роберт Мартин. Я вообще всем советую эту книгу прочесть. Да, потому что это вообще, я видел, как люди с большим, ну, типа медлы уже твердые, с хорошей зарплатой делали ошибки, которые там он расписывает как совсем плохие, то есть они там могли назвать функцию. Да, там даже элементарно вот символов. базовые простенькие вещи, вот как назвать переменную, как комментировать всякие вот логику. Да. В общем, он это все правильно описывает. Это вы про чистый код говорите, да, книгу? Да. Ее можно прочитать. Она очень банально может показаться, но реально люди, которые ее не читали, могут сами к этому не прийти и в итоге допускать вообще ошибки джунов, самых начинающих. То есть, в принципе, ее джуну тоже можно, да, почитать? Там нет ничего джуну тоже, да. Да, там примеры приводятся на языке Java. Ну, в принципе, это ничего не мешает, да. Да, ничего не мешает, не решает, да. Вот у нас, кстати, на первом месте работы, где я работал, меня наняли тоже на стажировку, и там по итогу стажировки спрашивали вопросы из этой книги, ты ее как бы сдавал частично, эту книгу. Так, окей, в принципе, если больше вопросов в чате нет. Ты как, давай. Если в больших компаниях работать, большой high-load и систем дизайна проходить, если планируешь в дальнейшем проходить там собесы в всяких фангмулах, то можно кабанчика прочитать. Кабанчик, я сейчас не помню, как называется это. Высоконагруженные. Да, высоконагруженные приложения, да. Я вот уже вот немного почитал. Полностью, конечно, нет. Такая, да. Ну, там и всякие кейсы там приводятся там в начале, там, как было в Твиттере, к какому решению они, какие проблемы они испытывали, и к какому решению они пришли, чтобы избавиться от этих проблем и так далее. В общем, такая вот прикольная книжка. В общем, советую. Она такая классическая, да. Так. Да, вот. У меня вот коллега, кстати, который вот параллельно, можно сказать, со мной, одновременно со мной вот устроился в компанию. Вот. Вот он, кстати, тоже. Он, по-моему, мне рассказывал, что он именно по этой книжке готовился. Да, вот к собесу готовился. Но он уже такой опытный разраб. В общем, такой серьезный. Middle плюс, так. Короче говоря. И он мне рассказывал, кстати, вот насчет этой книжки тоже. Окей. Халаш, как там с вопросами в чате? Если еще что-то да, в принципе, сколько у нас еще времени осталось, чтобы я вот понимал, стоит ли говорить ребятам, чтобы они задавали вопросы или нет? Нет, уже говорить точно не стоит, мы уже, в принципе, будем заканчивать, если там нет новых вопросов. У тебя само как? Да, в целом, я на самом деле узнал все, что хотел узнать. Самое главное, особенно про алгоритмы, думаю, хотелось тоже знать. И вроде это мы обсудили, да, нет? Алгоритмы не надо знать. Вот еще раз так наизусть их заучивать не нужно, как по мне. Ну просто вот хотя бы знать, что есть какие-то алгоритмы. Есть там алгоритм. Начиная вот с виды сортировок, там, бинарный поиск и так далее. И вот понимание именно, не знаю, как, ну вот, их сложности выполнения вот
этих Ты алгоритмов. сейчас если вот- напугал людей, Казимагомед. Да, ну, не, ну, Мне слушай, кажется, никак не мотивировал. Виды сортировок. не, ну, Нет, как по мне, вот, это, не знаю, хоть какой-то, не знаю, математический просто бэкграунд, представление иметь. да, Мгм. иметь нужно, да, представление, да. Не надо там, типа, там, углубляться в эти алгоритмы. Просто вот какое-то минимальное представление хотя бы стоит. Я сам, честно говоря, не углублялся в эти алгоритмы, во все эти штуки. Ну, То есть, мне чтобы мы тоже, правильно понимали, ты на работе по факту не работаешь, не используешь эти алгоритмы, да, просто как бы знать, что они есть, этого достаточно. Но на ну работе да, ты не делаешь там никто, какие-нибудь адроны и коллайдеры. да, Мой никто еще не совет использует. для собесов, что по поводу сложности, то, что он сказал, сложность на самом деле знать самые минимальные варианты оценки сложности. То есть, если у тебя массив, и ты по нему идешь, то это ОН. Если там Да, ты по нему 2 раза идешь, то это там 2, но это тоже ОН. Ну, короче говоря, а если ты по нему идешь еще внутри идешь, это n в квадратном. Короче, такие базовые, несколько буквально вариантов сложностей, и ты по ним уже покроешь большое количество тех кейсов, которые тебе встретятся на собеседовании, и сможешь сказать, о, это, и да, все. да, И сделаешь, как бы, скажем так, будешь выглядеть, как будто ты знаешь. да, да, да. Ну, Ну, как да, минимум как... удивишь того, кто будет спрашивать. Типа, если там на 2 делится бинарно, это, по-моему, там log n, если я не ошибаюсь, и так далее. Мгм. Что же, получается, в принципе, вопросов нету в целом. Тут спрашивают, на каком бэкэнде языке ты работаешь, что ну, я быстро отвечу. Газимагомед Да, работает на Голанге, работал ранее на Питоне. Это если так отвечать на не этот вопрос. работал. Он Не изучал Python, работал. но не работал на Python. Да, Он сразу да, пошел да, на вот. Go. Да, вот, спасибо, что поправили. Вот. В целом, вроде бы, у меня вопросов нету. Я не знаю, если у Мгм. тебя есть, Окей, у меня может, да? последний, в принципе, вопрос. Какие советы дашь начинающим бэкэндерам? Мы, в принципе, многое озвучивали, но такое последнее напутствие уже на завершение. Да, целеустремленным быть, не знаю. Не забрасывать. Раз начал, не знаю, не Мгм. забрасывать. Просто мне многие забрасывают, я вижу, сталкиваются, как только сталкиваются со сложностями, начинают забрасывать обучение. Мгм. Надо преодолевать вот эти моменты и дальше Нашел. продолжать свое обучение. Нашел. Самое главное. А И вообще английский, наверное. Английский, параллельно. наверное. Да, не забывать про английский. Важный момент. Хотя бы техдокументацию там немного знать. Ну, Я сейчас понял еще чтение. один последний вопрос еще. Рад ли ты, в принципе, что ты выбрал бэкэнд? Насколько тебе там интересно именно в этой сфере? Да, однозначно рад. Ну, интересно. По крайней мере, в той компании, где я работаю, это бэкэнд, это, Нашел. по-моему, самое интересное направление. Большой Нашел. хайлоуд и так далее. В общем, Потому что у нас такая проблема, что у нас, мне кажется, не хватает бэкэндеров среди наших ребят, потому что фронтенд более распространен, и там и порог входа ниже. Поэтому нам надо повышать наши ряды. да. Понял тогда. Пусть Аллах будет доволен тобой за этот эфир, что ты, в принципе, согласился Аминь. на меня подключиться. Я вообще очень обрадовал, что ты согласился. У меня были переживания, что ты там, может быть, по каким-то причинам не сможешь. Но потому что я видел в этом эфире большую пользу, и, иншаллах, так и будет. Поэтому Аминь. джазак Аллах хайран. Всем, кто Аяк. смотрел, тоже на этом будем заканчивать. Еще просили упомянуть, что у нас сейчас проходит конкурс. Если вы подписаны на Соло и интернет-каналы, то будем разыгрывать мышку, по-моему, коврик для мышки и, по-моему, саму еще мышку. Ну, подробнее в посте можете прочитать. Все тогда, завершаем. Если будут какие-то вопросы, пишите в чатах, ребята, тоже. Вежири. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аж на это можно тогда завершать эфир. Все, всем ассаламу алейкум. Всем ассаламу алейкум.